Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня предлагаю вам отсыпочку на такую тему. Кто скоро вам признается? Посмотрим, кто признается и в чем вам признается. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком долгий. Загадайте там на пару неделек. Да? Давайте посмотрим. Ни о ком думать не надо. Подумайте только о себе. Так и спросите, кто и в чем мне признается. И свой срок, конечно же, вставьте. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Услышать сейчас. Так, ничего себе. У вас тут так здоровски показали. Так, что ж, мои хорошие, тут прям даже букву показали нам. Смотрите, буква Б, либо буква В. Человек на букву В, либо на букву В совсем скоро признается вам в своих чувствах, в своих желаниях и, конечно же, в своих намерениях. Для вас это станет очень большой неожиданностью. Нет, возможно, вы подозреваете, что этот человек вам неровно дышит, но что прям настолько, да, и что столько словом красивых расскажет. Ой, немножечко даже поплывете. Но это будет очень приятно. Вот очень-очень приятно. На букву Б, либо на букву В. Вы точно этого человека знаете. Может быть, не настолько плотно общаетесь, как хотелось бы, либо так случилось, да, но человек прям налетит на вас, как коршун на голубку, и давай вам рассказывать, признаваться. Ой, просто птица-говорун даже, не коршун, а птица-говорун, очень много она говорит. Смотрите, девочки, да, он будет искренен, но он такой поэтичный, вы там приблизительно делите на 2 то, что он вам говорит. Он очень силен в эмоциональном поле, да, и для того, чтобы произвести на вас максимально благоприятное впечатление, вам может наобещать все, что угодно. Даже с неба звездочку вам привести. Такой человек. Говорю, птица-говорун. Вот. Будьте повнимательнее и там ушами слишком не шлепайте. Да. Так, еще. Здесь явно есть девушки, женщины, кто в паре, кто в браке. И ваш мужчина после какой-то ссоры, спора, может быть, вы уже поссорились, поспорили, а может быть, еще предстоит, да, может быть, у вас каждый день такие семейные баталии происходят. Вот вижу, что вы так друг друга чуть-чуть подрюкали, и он вам признается и говорит: а ты знаешь, а ты ведь во всем права. И вы прям так и рухнете, скажете: что? Ты признал, что я права? Серьезно? Да? Что у тебя там? Температура, сотрясение мозга, что с тобой не так? Заболел чем-то? Да, признает, что вы правы. И вот знаете, на этом моменте все ваши вот эти споры, все они закончатся. Закончатся. Здесь от мужчины поступит очень мощное предложение не мальчика, но мужа, которое вы, возможно, в принципе не ожидали от этого человека в жизни услышать. Сложно объяснить, какова будет ваша реакция. Конечно, здесь и недоверие будет, и в то же время вот эта надежда: ох, неужели до него дошло? Господи, что за чудо произошло со мной? Девчонки, конечно, он не исправится за один день. Я вижу, что он у вас прям упрямый очень человек. Очень упрямый. Вижу, что для него признать свою неправоту, но это как серпом по причинному месту. И поверьте, то, что он вам в этом признается, далось ему ой, как тяжело. Ой, как тяжело.
прям, знаете, вот с муками, с потугами, с конвульсиями. Вот так ему удалось, но слава Богу. Это первый шаг, это всего лишь первый шаг к тому, чтобы он исправился, поменялся. Этих шагов он должен сделать ого-го еще сколько. Но этот первый шаг не даст вам расстаться, разбежаться, либо превратить ваши отношения в адские муки. Главное, чтобы вы правильно его услышали и помогали ему на этом сложном пути. Да, потому что каждый шаг будет даваться ему реально с физической болью. Ну вот такой он у вас упрямец. Либо вот такое вот он воспитание получил. Пока мозги на место встанут, это длительный процесс. Но уже прогресс, уже он выходит на правильный путь. Главное, чтобы вы помогали. Да, признается, что вы во всем правы. Признается, что он дурак, а вы умная. Грубо говоря, да. И что-то вам будет предлагать. Очень такой сильный момент, кстати, вышел. Так, а с левой стороны кто-то в зависти признается. Знаете, как признается? По-хитрому признается. Здесь либо подруга, либо коллега. Вот с кем-то вы постоянно общаетесь, и отношения у вас неплохие с этим человеком на самом деле. И этот человек действительно вам очень сильно завидует. И когда есть возможность, да, быть непойманным человеком, даже так вот, знаете, подгаживает. Вот так, знаете, за спиной у вас, да, какашками вас обмазывает, грубо говоря. Но никогда вот это не делает явно. И очень тщательно следит, чтобы вы никогда не узнали. Вот я вижу, между вами будет разговор. Вы о чем-то будете говорить. Будете говорить о своих сложностях, трудностях, как вы там с какими-то проблемами справляетесь. И этот человек так и скажет: а я ведь тебе завидую. С улыбкой, конечно, на лице, типа в шутку. А это будет правда. Это будет чистейшая правда. Для вас это должен быть красный сигнал, что с этим человеком никаких сердечных тайных разговоров, да, ни в коем случае проводить не стоит. Потому что здесь действительно идет и отчаяние, и зависть, и даже на этой почве подлость. Вот. Имейте это в виду, фильтруйте все, что вы говорите, и старайтесь в присутствии этого человека всегда говорить о каких-то неудачах своих. Да? Пусть лучше порадуется вашим неудачам, чем будет завидовать и гадить, потому что у вас что-то получается. Вот поверьте, это очень ценный для вас совет, чтобы в будущем избежать больших-больших неприятностей. Здесь для чего-то показали, чтобы вас предупредить, чтобы дать вам сигнал, что вы не с тем общаетесь, либо не тому доверились. И человека нельзя остановить в этой зависти, но нельзя запретить человеку завидовать, все равно будет завидовать. Даже если вы общаться не будете, все равно будет завидовать. Но если вы этому человеку при встрече будете рассказывать, что у вас там беда, горюшка, все плохо, да, и вы там, не знаю, не живете, а выживаете, то завидовать будет нечему. И этот человек, наоборот, будет радоваться и думать: ого, ничего себе, да, вот такая ты крутая, да, еле же выживаешь. Да, будет радоваться вашей беде. И тем самым вы себя спасете. Я надеюсь, что вы меня поняли, хотя с меня еще тут, да, объяснитель. Но, пожалуйста, имейте это в виду. Пусть ваш недоброжелатель, либо недоброжелатели радуются тому, что у вас, например, какие-то проблемы, чем спать не смогут и будут завидовать, что у вас какие-то победы или хорошие изменения в жизни. Ни о чем хорошем не рассказывайте. Плачьтесь. И говорите: ой, все плохо, ой, все пропало. И сразу увидите, как человек поменяется. Прям лицо поменяется на ваших глазах. Да? Прям такое счастье в глазах заиграет, искорки запляшут. Вот, признается в зависти. Вот кто признается в загаданный срок, вот это прям самый ваш жуткий, злобный недоброжелатель. Сразу себе отмечайте. И ведите себя ровно так, как подсказал вам песок. Ни о чем хорошем о себе не рассказывайте. Всегда преуменьшайте, занижайте, плачьтесь, жалуйтесь. Да, можете даже помощь попросить. Скажите: вот у меня проблема, да, помоги. И человек вам поможет, с радостью поможет, потому что у вас все плохо. Но вот увидите, как поменяется.
Так, смотрите, здесь пингвин вышел. Важная птица. Ну вот четко, да? Пингвин. Пингвин, который, ну, зажиточный пингвин. Либо власть имеет этот пингвин. А вы рядом с тем пингвином очень маленькая такая хрупкая женщина. Кто-то нос задирает очень сильно вашим присутствием. Либо свою значимость постоянно вот подчеркивает, да, и ваше достоинство принижает. Кто-то себе позволяет ужасные вещи. Это нехорошо, то, что человек себе позволяет. Знаете, еще что мне идет? Человек может пользоваться своим служебным положением. Либо тем, что у него в руках может быть какая-то власть, полномочия сконцентрированы. И вот постоянно вас этим клювом своим бьет. Не этот человек, но кто-то за его спиной, кто его хорошо знает, там другая птица сидит, признается вам, в чем причина такого поведения надменного. А там есть причина. И это больше похоже на какой-то комплекс. Либо умственную, не знаю, недостаточность, как это называется. Что с головой не в порядке у этого человека. Вы как узнаете, вам аж жалко станет этого пингвина. Скажете, ой, какой убогий, да, юродливый. Ну, шутки шутками, но как бы так. Вы как-то спокойнее будете относиться к этому пингвину. Сейчас вы как-то сильно обижаетесь, либо это вас задевает прям за живое. Но когда вы узнаете причину, вы гораздо спокойнее будете относиться, может быть, даже с юмором, либо, ну, типа, как к больному. Мы же не обижаемся на больных людей, правильно? Да? Мы их жалеем, мы им стараемся помочь. Вот и у вас приблизительно так же произойдет. Там причина есть, и она прям такая, знаете, серьезная, болезненная, я бы даже сказала. Так, еще кто-то у вас что-то украл. Украл, забрал, экспроприировал. Также может отыграться ситуация, что человек там, не знаю, случайно поломал, разбил, и, чтобы не признаваться, там выкинул, например. Да? Вот, смотрите, человек перед вами так вот на четвереньки встал, голову ниц, признается в своем вот этом нехорошем поступке. Вы, конечно, расстроитесь. Но расстроитесь не потому, что что-то пропало, да, либо поломалось, разбилось, а потому что именно этот человек это сделал и вот скрыл, да, скрыл. Не сказал правду, там, долго утаивал. Это прям будет больно, вот если честно. Но с другой стороны, человек признался, а это уже очень серьезный шаг к тому, чтобы, ну, и покаяться, и в принципе больше этого не повторялось. Поэтому, ребят, я понимаю все, но делайте скидку, да. Ну, кто не без греха? Все мы рано или поздно, да, либо грешили, либо грешим. Вот. Но главное, что раскаялся с правой стороны, кто-то из своих, прям близких. Так, еще. Саламандра у вас тут выходит. Саламандра и какой-то умный человек в шапке. Человек, который считается очень умным, либо позиционирует себя как самый умный. То человек вам признается, что вы гораздо умнее его. Либо в чем-то его обошли, либо ее обошли. Знаете, это потешит ваше самолюбие. И благодаря этому признанию у вас вера в себя, ну, значительно вырастет. Уверенность в себе появится. А кто-то даже на этой почве чем-то начнет заниматься. Таким, знаете, стоящим. Ну, вы все разные, понятное дело. Но тем не менее, да, тут и похвалит, и признается, и высокую оценку даст вашим умственным способностям, интеллектуальным способностям. Хороший знак. Так что, мои хорошие, вы саламандра. Так, а здесь у меня женщина. Но здесь приятная новость о беременности. Может быть, это ваша знакомая, может быть, это ваша родственница, близкая родственница. Кто-то беременный скрывает свою беременность. А может быть, эта девушка, женщина только узнает о том, что она беременна. И вы будете первой, кому она признается в этом. Слушайте, ну тут прям чудесненько. Чудесненько, это такая милота. Особенно, если это ваша близкая женщина. Прям порадуйтесь, прям от души порадуетесь. Настроение у вас поднимется. Ну, конечно, это же ребеночек. Прекрасно. Так, мои хорошие, что вы должны знать для себя? Вы слишком
слишком откровенный человек. У вас, ну вот все, что на уме, то на языке. Это, конечно, с одной стороны, похвально быть таким вот открытым, честным, прозрачным человеком. Но с другой стороны, это небезопасно. Это небезопасно. Слишком много вы, извините, болтаете. Причем болтаете почем зря. Здесь даже признание для вас от высших сил. Да? Они вам признаются, что ты очень много-много лишнего говоришь. И очень много вещей в вашей жизни не происходят, либо не случаются, не исполняются. По одной простой причине, что вы их не тем людям озвучиваете. Да? Надо что-то с этим делать. Все ваши запросы, все ваши желания небеса и видят, и слышат. Но когда вы начинаете об этом говорить, вы сами себе очень многое блокируете. Ну, это я так мягко выражаюсь, да? Не тем людям вы говорите, либо не с теми вы говорите. А может быть, вы говорите с теми, но ваши те с какими-то другими плохими о вас говорят. И вот получается, что информация о вас вот так вот циркулирует, да, и в землю уходит. Поэтому, пожалуйста, хотите, чтобы у вас в жизни все случалось и получалось, прекратите болтать почем зря. Прекратите. Вот такой совет-признание дает вам высшие силы. Не обижайтесь, конечно, но здесь вам все желают только лучшего. Вот. Берегите себя, да, береженого и Бог бережет. Ну и, конечно, контролируйте, что, кому, когда вы говорите. Особенно про себя, про свое личное. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.